территории Самарской области и города Самара в частности в праздник Курбан-Байрам? Но в основном это, конечно, Курбан-Байрам, который будет проходить в каждой мечети. То есть в каждой мечети Самарской области будет проходить Курбан-Байрам, который подразумевает под собой проповедь, чтение коллективного намаза, и потом люди, в зависимости от места расположения, где они находятся, будут совершать обряд жертвоприношения. Либо в домах, либо в местах, где это обустроено. То есть у нас вот здесь в соборной мечети обустроены места для забоя жертвенных животных. Имеется такая возможность для всех желающих в течение 3 дней, это будет 15, 16 и 17 число до захода солнца, это будет считаться как жертва, жертвоприношение. А если будет раньше, либо позже этих сроков, то это будет уже считаться как просто не жертва, а как забитие на мясо. Такие мероприятия. Потом еще будут сделаны угощения для людей. То есть угощение подразумевает под собой накрытие стола и приглашение. Если это частный дом, то приглашается хозяева приглашают своих родственников, близких, друзей. Также неимущих приглашают для того, чтобы отведать этого блюда из этого мяса жертвенного животного, и также вместе сообща радоваться тому, что наступил этот праздник. И также еще вот именно в соборной мечети мы ежегодно проводим как сказать, трапеза или обед для нуждающихся и для людей, которые здесь приходят в эту мечеть для поклонения, они имеют возможность отведать вот этих блюд. Спасибо.